Всем привет, с вами подкаст ОЗМС Live компании DAR и его ведущая я, Зарина. Сегодняшний наш гость, управляющий партнер группы компании DAR Булат Садыкулов. Булат, здравствуйте. Привет. Как дела? Все good. Отлично. Расскажи, пожалуйста, о своей роли в компании DAR. С чего начинался твой карьерный путь и чем сейчас на данный момент занимаешься? В настоящий момент я являюсь управляющим партнером, курирую разные вопросы, технические вопросы продвижения, маркетинга и продаж. По сути, занимаюсь всем спектром вопросов по запуску наших проектов. Угу. Мой путь начинался в 2013 году, это 9 лет назад. Начинался с финансового аналитика, и завершил я его или продолжаю его вот сейчас как управляющий партнер. Ну вот через какие именно этапы, своего карьерного пути ты прошел именно в этой компании? Ну, вообще, наша культура, DAR как кузница стартапов, подразумевает, что ты должен уметь делать все. То есть ты должен быть финансистом, продажником, маркетологом, должен быть даже айтишником. Поэтому я начинал с финансиста, продолжил как человек, который строил системы управления, процессы. Далее продолжил путь в IT, запустил парочку продуктов. После этого поучаствовал в одном инвестиционном выходе этого продукта. И сейчас уже для себя осваиваю такое направление, как маркетинг и продажи. Ну, то есть одно дело создавать продукты, другое дело уже их продвигать. И вот сейчас я как раз познаю для себя новую область. Это как заниматься цифровыми продажами. Супер, отлично. Мне кажется, это интересно, и это именно рыночный, какой-то спрос сейчас именно на цифровые профессии. Да. Ну, то есть, вообще цифровые продажи, они отличаются от традиционных, в принципе, потому что на нашем рынке не все понимают, что такое цифровые продажи. То есть, диджитал-маркетинг – это и есть цифровые продажи, это не классический маркетинг, это именно то, как продавать в онлайне. Это лендинг-пейджи, каналы, месседжи, воронки, кабинеты. Это все такое новое, и в том числе для меня, хотя это существует уже давно. Поэтому, я считаю, что сейчас это, наверное, самое важное в мире цифровых продуктов, потому что у тебя может быть какой-то средний продукт, но если ты его хорошо продаешь, то он взлетает. Угу. Отлично, хорошо. Вообще, в целом, что нужно учитывать именно менеджерам, которые работают именно в IT-проектах, поскольку ты являешься именно менеджером в нашей компании? Самое главное, я считаю, что быть менеджером в IT – это уметь погружаться и подниматься, по, как говорится, по T-шейпу. То есть зачастую бывает так, что некоторые вопросы в мире IT воспринимаются как черный ящик для многих манагеров, и тебе приходится полагаться на экспертизу разработческих команд. Они говорят тебе какие-то проблемы, о которых ты не очень понимаешь. И вот здесь как раз вступает IT-менеджер, он должен понимать, что за вопрос, он должен уметь разобраться. И для этого необходим аналитический склад ума, потому что вообще IT – это про системное мышление. И, соответственно, если ты не можешь понять проблему, то, соответственно, ты не можешь помочь своей команде решить ее. Менеджерам, которые работают в IT, на самом деле решать проблемы айтишников несложно. Надо просто понять, на каком языке они говорят. А то, что они говорят, это всего лишь некий аналог того, что происходит в реальной жизни. Говоря о фронт-энде, мы понимаем, если взять пример машину, то фронт-энд – это корпус машины. Если мы говорим о бэк-энде, то это движок. И когда бэкэндщик говорит, что я не могу интегрироваться с фронтенщиком, мы просто понимаем, что движок не может передать свою силу колесам, и это задевает корпус каким-то образом. Если это переводить на такие абстракции, то, в принципе, любую проблему можно решить, и сейчас это необходимо. Угу. Супер, интересно. А вообще, какими принципами именно вы руководствуетесь, во время ведения своих IT-проектов? Есть конкретно, потому что это IT, сфера IT, она немножко отличается, от, скажем так, классических команд. Самый главный принцип, наверное, это то, что нет проблем, которые невозможно решать, и самое главное, надо уметь приоритизировать. Для меня принцип то, что я не стремлюсь к совершенству в каких-то продуктовых решениях, то есть не гонюсь за каким-то идеальным кодом или за каким-то идеальным веб-сайтом. То есть
Если необходим костыль, то я его приму. И, соответственно, говорю то же самое команде. Костыль – это такое временное решение, которое может стать невременным, да, но может всегда жить с проектом. Соответственно, это принцип номер 1. Принцип номер 2 – это то, что надо всегда спрашивать клиента. Угу. Зачастую бывает так, что многие продукты, они, знаете, они как пытаются найти вот эту серебряную пулю и пытаются создать вот этот продукт, который, по их мнению, будет идеальным. Они его вычищают, и при этом они вообще не спрашивают того человека, для которого этот продукт создается. И когда они выходят в рынок уже заряженные, уже после 6 месяцев реализации какого-то там решения, бывает так, что клиент просто не принимает, и все, команда опускает руки, думает, что они зря полгода работали, но это так и есть. И, соответственно, принцип какой у нас? Принцип в том, чтобы как можно быстрее выйти и спросить клиента, это ему нравится, либо нет. И если нет, то меняться. Булат, вот ты сказал про черный ящик. Что это такое? Потому что нас слушают не только айтишники, но нас слушают люди из мира бизнеса, из мира спорта, ну и в целом вообще из мира образования. Черный ящик, как я воспринимаю, да, это когда ты даешь какую-то задачу, и ты не понимаешь, что с ней происходит, и какой-то выхлоп получаешь как результат. Но при этом, что именно, как, кто, почему, не понимаешь. И если вот в таком режиме работать с айтишниками, ну и вообще в цифровых проектах, то получается, что ты становишься заложником либо своей команды, либо тех поставщиков, которые оказывают услуги разработки. Поэтому очень важно туда погружаться, понимать, даже на уровне абстракции понимать, что происходит, для того, чтобы приоритизацию должную делать. Потому что зачастую бывают такие проблемы, которые на самом деле вообще не проблемы. Ну, для человека из бизнеса они не проблемы. А для инженера это проблема. А инженеру надо помочь и сказать, слушай, ну это не важно, да, например, отложи это, положи это в бэклог, мы это решим позже. Вот. Поэтому надо избегать того, чтобы разработка стала черным ящиком. Окей, круто, интересно, надеюсь, наши зрители, наши слушатели поймут. Булат, еще такой вопрос. Как, допустим, будущим айтишникам подняться до руководителя в IT-проектах? Это возможно ли это? Либо нужно это прям обязательно как-то отдельно обучаться этому? Или это все приходит через опыт? Ну, на самом деле у любого программиста есть 2 пути. Да? Он может продолжить свой путь как программист, стать первоклассным экспертом, дальше зарабатывать на жизнь своим кодом, программированием, ну и просто стать лучшим. Это первый путь, который на самом деле многие программисты выбирают, и в этом ничего нет плохого. Второй путь – это стать менеджером. Ну, стать менеджером в IT, для этого нужно стандартно, да? Нужно уметь управлять, нужно уметь коммуницировать. Да? То есть к тем предметным знаниям, которые есть у классического программиста, должно добавиться навыки коммуникации и навыки управления. Если он достигнет определенного уровня в этом, то он станет менеджером. Но опять же, сейчас такая тенденция, что не все айтишники хотят становиться менеджерами, и это можно понять, да, их, потому что айтишникам как программистам платят неплохо. А менеджер – это дополнительная ответственность, дополнительный стресс. Но без этого навыка, наверное, не получится запустить какой-то стартап. Сейчас какая тенденция? Да? Зачастую бывает так, что к нам в компанию приходят ребята, у них есть какие-то академические знания и мало практических. Да? И, соответственно, нам приходится заниматься определенным рескиллингом. То есть для этого мы запустили курсы по разработке, курсы по бизнес-анализу. Да? Ранее, на самом деле, эти программы запустили еще в 2015 году. Тогда была первая волна стажеров. И мы поняли, что чтобы обеспечить этот транзит с универа в компанию, мы должны все-таки провести определенную работу с ребятами. И у нас появилось понятие такое рескиллинг, когда мы академические знания приземляли уже в практические задания. И наверное, отвечая на твой вопрос, что нужно, да, нужно как раз-таки связать знания с университета со знаниями, которые необходимы на рынке.
Сейчас ребята, которые заканчивают университеты, становятся заложниками вот этой парадигмы, что вот сейчас я закончу университет, и меня все будут прямо ждать с распростертыми объятиями. Уже теплое местечко есть, готово. Да, и зачастую бывает так, что когда я вот на собеседованиях общался, я общаюсь с молодыми ребятами, они и завышают свои требования по заработной плате, а при этом они мало что умеют. Да? И в связи с тем, что академический мир немного отстает от рынка, нам приходится переобучать. И поэтому, наверное, рескиллинг – это ключ в успехе и в приземлении молодых специалистов. Ну вот как раз мы сейчас плавно переходим к тому, что компания DAR запустила образовательные курсы. Да. Онлайн-образовательные курсы, да? Это получается, исходя из той проблемы, с которой вы столкнулись, это было, да, какое-то ответка, да? Это был еще 2014-2015 год, когда мы объявляли там первые наборы. Мы столкнулись с тем, что очень мало специалистов. И в основном рекрутинг осуществлялся за счет знакомых. Да, те ребята, которые работали у нас, мы спрашивали у них, они рекомендовали, звали своих там друзей, знакомых, и те приходили к нам работать. Но мы понимали, что с нашими амбициями очень все равно мало ресурсов. И более того, те ресурсы, которые были доступны на рынке, они уже неплохо были трудоустроены, особенно там в банковской и телеком-индустрии. Поэтому мы поняли, что надо потихоньку начинать набор молодежи и их готовить. Первая волна была в 2015 году. Я помню, мы объявили хакатон, тогда он в Кимэпе проводился. Мы тогда запускали один из первых наших продуктов, кредитон, и мы объявили конкурс на создание, я помню, P2P-чата в Кимэпе. И там был хакатон, и как результат трое ребят пришли, поучаствовали, сделали какой-то код за ночь или за 2 ночи, я уже не вспомню. Потом выступили, показали презентацию, показали прототип, и мы выбрали победителей. Вот 3 человека пришли к нам. Тогда было интересно, потому что у нас не было прям такой программы, они просто пришли. И я помню, вот они пришли такие, ну все, мы победили, что делать? Я говорю, я не знаю. И вот позвал нашего старшего разработчика, говорю, слушай, вот возьми их, пусть рядом просто сидят и смотрят, как ты кодишь. Вот примерно первые стажеры так обучались. После этого пришла вторая волна, уже чуть позже. Это был 16-й год, когда мы уже представляли каждому разработчику ментора, да, каждому стажеру. И он уже чувствовал некую ответственность перед юным талантом и проводил с ним время. И далее все это как снежный ком уже росло, и в какой-то момент мы поняли, что надо уже оборудовать классы и собирать там ребят, и чтобы наши ментора им читали. Вот в 17-18 году это были такие немного кустарные курсы, когда наши спецы просто выходили и чисто на своем энтузиазме готовили программы. Тогда мы обучали Scala, Java, React, JavaScript, ну, то есть веб-разработка, по-моему, все те направления, которые были актуальны. Да, именно. И они потихоньку нравилось, кому-то не нравилось. Я помню, некоторые стажеры говорили, что ментора не нравятся, плохо говорят, тихо говорят, там, плохо работают. Но тем не менее, мы именно то, что хотели, мы достигали. Мы получали лучших. И лучших оставляли у себя, их потихонечку трудоустраивали. А уже, по-моему, в 2020 году из этой всей истории получилось создать какую-то систему, когда уже была программа, были презентации, был отбор, были люди, которые отвечали за стажеров. И вот в пору ковида, как раз в 2020 году, мы поняли, что теперь невозможно собираться в реальном мире. И мы начали через Zoom проводить. Ну, через дистанционные системы разные. И тогда записывать начали всякие Zoom-коллы. И на базе этого поняли, что может быть нормально снять один раз. И вот не упираться в производительность наших менторов, а уже снимать и просто показывать. И вот мы пришли к тому, где мы есть сейчас. Получились интересные курсы, которые теперь... То есть мы также их показываем стажерам, также ментора курируют стажеров, но теперь мы используем нашу систему, которая дает им задания. И мы поняли, что, видимо, мы достигли уровня, когда мы не против это дать рынку. И мы хотим это дать рынку.
посмотрим, как рынок отреагирует, но, тем не менее, мы готовы делиться знаниями, которые могут быть полезны. Угу. Вот. А вот эти курсы, они будут ли расширяться? Направление? Да, однозначно. То есть, что мы сделали сейчас? Мы, грубо говоря, зациклили программу. Есть у нас в ближайшем релизе будет UI, UX дизайн, есть бизнес-аналитика, есть веб-разработка, бэкэнд-разработка и QA. По сути, это полный цикл производства любого диджитал-продукта. То есть в следующем квартале, в следующем месяце мы сделаем UI, UX. Далее мы после этого планируем перевести все наши курсы на казахский язык. Потому что очень много талантливых ребят с вузов казахоязычных приходят к нам, и мы хотим, чтобы вот эти знания также были открыты им. И после этого мы хотим уйти уже в продуктовый менеджмент, в проектный менеджмент, для того, чтобы уже вот этот полный цикл диджитал-специалиста, включая диджитал-маркетинг с SMM, мы ему дадим. И своего рода создадим, мы надеемся на то, что мы дадим возможность людям стать вот этими цифровыми номадами, да, как говорят сейчас, чтобы они могли зарабатывать, работать и не быть привязанными там сильно к какой-то географии. То есть те знания, которые мы даем, они в спросе во всем мире. Отлично, супер. Тем более это наш отечественный казахстанский продукт, да? Однозначно. И тем более ментора, они все являются специалистами именно нашей компании. Да, это была такая принципиальная позиция, потому что я помню, у нас было предложение привлекать сторонних специалистов по некоторым предметам, и я был против, потому что вся суть наших предметов в том, что мы это применяем в работе. То есть это наши ребята, которые каждый день создают продукты. А когда это приходит человек там извне, мы не знаем. Да? Может быть, он просто прочитал книжки и стал преподавать. Чтобы избежать вот этого, мы решили именно, чтобы выступали наши ребята, чтобы менторили они, потому что в них есть уверенность. А чем отличаются конкретно ваши курсы, к примеру, тех же курсов, которые уже есть на Coursera, на Udemy, да? То есть сейчас очень много таких образовательных платформ, куда можно бесплатно зарегистрироваться, где-то там оплатить за какую-то там аттестацию и пройти эти курсы. Я не могу заявить, что они лучше, да, но я уверен, что они не хуже. И более того, у нас есть какая особенность, что помимо того, что мы даем видео, мы даем упражнения. Мы даем, то есть определенные тренажеры, там multiple choice question, разные форматы опросников, да, которые помогают человеку закрепить знания. И плюс у нас есть менторская поддержка. То есть в последующем мы хотим, чтобы каждый курс сопровождался определенными вебинарами, ментором, который помогает и проверяет, да, работу студента, чтобы у студента была обратная связь, да, живая, от живого человека. Я уверен, что это тоже, наверное, предоставляется на рынке, но, тем не менее, мы хотим попробовать и уверены, что, наверное, достигнем каких-то результатов у нас. Посмотрим. Хорошо. Скажем, вы у нас первое лицо компании, топ-менеджмент, и в целом, касательно компании DAR, и в трудовом рынке, и в целом есть такие, скажем, проблемные вопросы. Да? И мы бы хотели бы это озвучить, поговорить на эту тему также. Расскажите в целом, откуда берется именно финансирование, да, наших проектов? На самом деле это не секрет, потому что IT — это продолжение телекома. Как вы знаете, наш основатель Алидар Булатович, он начинал свой путь как раз-таки в Казахтелекоме, в последующем работал в Билайне, и до сих пор в нашем холдинге есть структура, которая входит в группу Vion. О ней ранее тоже наш основатель говорил. Эта структура и финансирует, и финансировала все проекты DAR. Более того, вы, наверное, слышали, недавно у нас произошла сделка по выкупу компании Sellwise, как раз, которая была основана, да, нашим основателем. Благодаря ней мы уверены в нашем будущем. Также, конечно, не хочется постоянно тратить деньги, да. В ближайшее время, в ближайшие 2 года мы планируем выйти в самоокупаемость и уже зарабатывать деньги.
Поэтому, возможно, в последующем вопрос, на какие деньги вы живете, мы просто ответим на свои. Супер. Расскажите, пожалуйста, именно о проектах. Какие сейчас есть проекты в компании? Постольку, опять-таки, тоже, да, есть такое, скажем так, немножко есть такие вопросы, как какие проекты есть у DAR? Насколько они взлетные, невзлетные? Да, я понимаю, о чем вы говорите, потому что сам сталкиваюсь постоянно. И, наверное, сейчас для меня это возможность немного прояснить ситуацию, потому что на самом деле в DAR за всю историю было порядка 16-17 проектов. И некоторые из них, вот мы это у себя в компании делим по этапам, да, и вот первый этап мы считаем успешным. Это проекты DAR Bazaar, проекты Darvis, DAR Business, Crediton и DAR Logistics. Для обывателя название, наверное, они вспомнят с 2018 года, когда мы как раз гремели там на рынке с нашими громкими запусками, но не все знают, что сейчас DAR Business — это Forte Casa, DAR Bazaar — это Forte Market, Darvis — это часть мобильного интернет-банкинга Forte. Crediton и его технология также была приобретена аффилированной группой для развития онлайн-направления банкинга. И DAR Logistics называется теперь Forte Logistics. Также вот в ходе этой сделки в 2018 году, когда мы все это продали группе Forte, мы также передали 60 наших инженеров, которые сейчас образовывают компанию One Technologies. Круто. Да, и сейчас One Technologies насчитывает, по-моему, 200 человек. И благодаря One Technologies у такой структуры, как Forte Bank, есть собственная диджитал-компания. То есть я вам назвал 6 проектов, и все они для нас успешные, потому что они именно... Для нас это был технологический экзит. То есть мы продали технологию и передали часть инженерного состава. После этого с 2019 года начался определенный цикл. Да, у нас были неуспешные проекты. Мне кажется, они у всех есть. Ну, если учитывать, да, истории стартапов, то, в принципе, есть и успешные, и неуспешные. Ну да, в среднем статистика, что там выживает 20-40%. Зависит, да. Ну, к примеру, проект «Халва», который мы запускали в 2014 году, он был неуспешным. Но, тем не менее, то, что он был неуспешный для нас, это большие уроки, которые мы выучили, да. Мы поняли, что работать в офлайне достаточно тяжело. Мы поняли, что вопрос коалиционной лояльности – это вопрос такой взаиморасчетов, взыскания каких-то там денег с партнеров, доказательств, что мы полезны. Ну, то есть такой бизнес, который на грани. Да, благодаря этому бизнесу мы поняли, что лучше идти там в финтех, чем работать в коалиционной лояльности. У нас был проект «Тачка», да, тоже немногие слышали этот проект, он был еще до прихода Яндекса. У нас было собственное приложение, оно работало. Но в итоге мы тоже обнаружили, что мы превращаемся в таксопарк. Да, и вот это такая так Но, называемая... возможно, на тот момент граждане, то есть в целом социум не был готов к таким проектам. Они были готовы, но эти проекты были очень капиталоемкие, потому что поддерживать там нужное количество такси когда нет часа пик, и наоборот поддерживать должное количество клиентов, когда идет не час пик тоже. Ну, то есть нам приходилось очень много субсидировать. И плюс есть такая модель, вот онлайн то офлайн, называется O2O. Это когда вы обычный офлайновый бизнес переводите в диджитал мир. Вот такси — это про это. Так же, как e-commerce — это про это. Потому что e-commerce и вообще все проекты по тому, что вы заказываете в интернете, они не диджитал, да, это проекты, где есть веб-сайт, но под капотом бешеная система складского учета, логистики, курьеров и так далее. То, что мы не видим. Да, именно. И это не такой прям диджитал мир, на самом деле. Это классический бизнес, где есть диджитал-канал. Вот и «Тачка» как раз для нас была вот таким бизнесом, когда мы поняли, что мы превращаемся в таксопарк. Тоже не успешен, тоже не взлетел, но это опыт. У нас в среднем, я считаю, что вот если так называть все эти проекты, в среднем процент успешности наших проектов это где-то порядка 30%, что примерно входит в бенчмарки мировые.
Что мы делаем сейчас, я не буду анонсировать, да. Вы об этом узнаете чуть позже. Но вот как первая ласточка, это 5Q. 5Q — это наша система, о которой мы вот с вами говорим. Но это не просто, да, видео. Это learning management система. Система, которая позволяет вам не просто смотреть видео, но и отвечать на вопросы, проводить какие-то тренажеры, ну и получать знания, и проводить вебинары. То есть у нас есть встроенная система видеоконференц-связи. Вот, которой мы, в принципе, у нас в компании, внутри компании и пользуемся. Да, ну вот вообще все платформы, которые у нас сейчас есть, это продолжение как раз-таки того периода после нашей сделки с Фортебанком, да, с 2019 года. То есть 19, 20, 2021 год мы аккумулировали знания, мы аккумулировали технологии, о которых мы расскажем. Угу. Конечно, более подробно о всех проектах, которые они взлетели, я тоже могу рассказать. Мне кажется, это можно сделать позже. И о тех продуктах, которые мы будем запускать, я тоже расскажу позже. Сегодня мы говорим об образовании. Но мы можем сказать, что те проекты, которые были, да, созданы еще, условно, там 3-4 года назад, технически мы их, какие-то движки используем сейчас, да, в наших сейчас проектах. Однозначно, да, вот... Если даже вспомнить проект Асакита, да, мы о нем говорили ранее, проект в Индонезии, движок этого проекта был построен на базе кредитона, на базе знаний, которые мы получили в этом проекте. Мы также запускали криптовый проект в Великобритании, такой провальный проект тоже, к сожалению, да. Но вообще все финтех-проекты — это проекты не про технологии, это проекты про регуляторику и получение лицензий, да. Вот в Асаките, в Индонезии, да, мы уперлись именно в регулятора. Молодая страна, постоянно меняющийся регуляторный фон. То есть законы обновляются каждый квартал. Очень сложно работать. В Великобритании... Каждый квартал это, да, это обновление. Это сумасшедшее обновление. Каждый раз обновление. То есть там квартал назад не нужно было иметь независимого директора. Через квартал нужно. И вот в таких условиях сложно постоянно соответствовать, да, этим требованиям. Что касается криптового проекта, тоже в канун, когда мы запускали, вышла там 5-я директива Евробанка, которая говорила о том, что теперь лицензия по крипте существует. То есть ранее мы хотели запуститься в такой нерегулируемый рынок, что не есть незаконно, а тут вышел лицензия по криптокастади, которая полностью ограничения на весь продукт наложила. И тоже было сложно оперировать. Но движки, кошелек, который был в крипте, лендинг, движок кредитный, да, который был в Асаките, они стали фундаментом для продукта, который мы скоро запустим. Ну, позже расскажу о каком. Классно, супер. Будем ждать. Да. Я надеюсь, мы там уже более подробно расскажем. Да. А вот касательно кадров. Да. Есть тоже такое, что в Даре есть утечка кадров. Давайте поговорим об этом. Насколько это правда или миф? Ну, это, знаете, правда же она для каждого своя. Угу. Если говорить там о номенклатуре бизнесовой, которая всех стартапов, да, я говорил, мы порядка 17 их запускали, там, из них 6 было успешные, 5-6 были не очень успешные. Наверное, для команды этих 5-6 проектов это текучка. То есть, конечно, проект не взлетел, мы прощаемся. Если говорить о техническом составе, текучки вообще, она есть, но она небольшая. То есть до сих пор у нас работают инженера с 2016-2017 года. Вот недавно у нас еще есть история камбэков, когда технари, бывает, хочется увидеть мир, да, вот уезжают, я не знаю, кто-то уезжал в Россию, кто-то уезжает там в Ирландию. Вот недавно парень с России вернулся обратно к нам. То есть весь состав инженерный — это ребята с 2015-2016 годов. То есть они уже с нами по 6-7 лет. Бэк-офис, возможно, немного была текучка кадров, но там были определенные причины, и на самом деле мы калибровали команду. Очень сложно. У нас в 2019 году полностью команда сменилась, и построить команду без увольнений, без уходов, без того, что там происходит какой-то культурный мисфит, невозможно. Но мы
слава богу, пришли, мне кажется, к целевой структуре. И сейчас текучести не должно быть много. То есть сейчас командный состав укрепился? Да, командный состав укрепился. Нас также стало меньше, потому что мы сделали определенное качественное улучшение в составе. И сейчас, я считаю, мы именно находимся в том количестве, которое необходимо для гибкости и для проворности, да, для agile. Кстати, вот если говорить о корпоративной культуре, какая она в компании Дар? Она интересная, да. Вообще нас все любят и ценят за корпоративную культуру, потому что это стык двух миров. Мир agile и мир корпоративный, да. Корпоративный мир — это некое наследие от телекома. Agile — это, соответственно, то, с чем приходят айтишники. Мы живем там по канонам agile. Для нас agile, в первую очередь, это 4 основные, да, ценности, которые говорит agile манифест. Про то, что люди и взаимодействие важнее процессов, регламентов, про то, что работающий продукт важнее документации. Вообще все эти 4 ценности, они говорят о том, что надо взаимодействовать и коммуницировать. Да, и вот тоже продолжая, да, готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану, сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий договора. Важнее ТЗ. Да, технического задания. То есть, да, и там есть приписка, такая маленькая звездочка, сноска, 8 шрифт. Там, не отрицая того, что справа, мы ценим то, что слева. Булат, это круто, то, что вы прям по пунктам все это озвучиваете. Потому что, на самом деле, это надо знать. Это вот, я тоже ребятам говорю, вот, ты знаешь, что надо не врать, не красть, да, там, не убивать, да, вот заповеди наших святых книг. На самом деле Agile манифест — это вот про ценности, да, это не про инструментарий. Некоторые больше говорят, что мы Scrum, мы там Kanban из-за атрибутики, которые используют. То есть, если у меня есть стендап, если у меня есть там спринт, и если я использую Jira, я Agile. Я говорю, а ты мне расскажи, в чем ценности Agile манифест? То есть, давайте выше пойдем. И никто не может сказать. То есть, люди начинают говорить о том, что вот я agile, потому что у меня стендап. Это не так. Вот. И поэтому культура, почему я говорю, она на стыке с корпоративной, потому что, тем не менее, мы все равно вот то, что справа делаем, да, мы делаем процессы, мы строим регламенты, мы делаем должностные инструкции, мы делаем договора, но мы это догоняем. То есть для создания продуктов, стартапов мы по agile, но для того, чтобы стать компанией, которая будет внушать нашему инвестору доверие, да, и что там нету никаких серых схем и обходов классических там правил корпоративного управления, у нас есть корпоративное. Вот. А так мы открыты, общаемся. У нас основатель участвует во всех встречах. Все его знают, видят. То есть вообще интересная культура. Очень интересно. А в целом вот agile можно ли применить не только в IT-проектах, а в других? Потому что это больше вот agile-IT. Нет, agile — это про все, да. И как бы это избито не звучало, вот я не хотел про agile говорить, потому что agile там сейчас это, мне кажется, это какой-то хайп, который проходит, но который там все пытаются до сих пор там зацепиться, да, за этот хайп. Agile — это вот про вот эти 4 ценности. Если ты взаимодействуешь, коммуницируешь, все, ты agile. Ты итерации, часть там инструментария, который там рекомендуют все эти методологии, используешь, что я думаю, это может быть и в бизнесе. Даже в семье может быть agile. Чаще общаться, да? Да, круто. А вы применяете в семье это? Однозначно. Стендапы провожу с семьей. Говорю, так, куда поедем? Какие у нас блокеры? Окей, классно. А в целом, какими именно корпоративными принципами в Даре руководствуются люди? И насколько они приняты самими людьми, сотрудниками? Вот у нас 3 основные ценности, которые мы пропагандируем. Да. Первое — это развитие человеческого капитала. И вот с этой призмой мы всегда смотрим на любой проект и думаем, вот мы развиваем человеческий капитал или нет. Посмотрите там на наши проекты, на Найза, на Dart-Team. Мы пытаемся соблюдать там вот эту философию развития человека, да.
5Q – это тоже про развитие человека. И все наши последующие продукты – это про развитие человека. Вторая ценность – это прорыв, но именно в положительном плане. Да? Это не прорыв там, ценовой, ты что-то ломаешь. Да? Иногда прорыв, он такой деструктивного характера. Когда ты заходишь на рынок, там, демпингуешь ценами, уничтожаешь рынок, уничтожаешь там денежный потенциал индустрии, который, чем больше денег, тем лучше инновации, да, идут. А когда ты демпингуешь, все, денег нет, и индустрия умирает. Поэтому наш прорыв, он больше в том плане, что мы пытаемся сделать так, как это не делали другие, либо так, как это делали другие, но не делают у нас. Вот. И последнее, это community-driven, это как ориентированность на сообщество. Да? Мы на данный момент активно возобновляем работу с комьюнити, сообществами. Да? Мы техническое комьюнити недавно оживили заново. Мы хотим сделать спортивное комьюнити, мы хотим финтех-комьюнити. Для чего? Потому что в сообществе люди приходят к чему-то единому, обсуждают, они какие-то обсуждают проблемы. Вопросы, к чему-то лучшему приходят. А когда ты все пытаешься сам делать в закрытом плане, то результат не очень. Поэтому мы держим в голове эти 3 ценности. И далее у нас есть определенные принципы. Там уже детали я не буду уходить. Самое главное, 3 наших ценности. Вы только что упомянули про 5Q. Да. В целом, можете дать пояснение, что такое 5Q и откуда пришла эта идея? Вообще 5Q – это про такое равномерное развитие человека по 5 направлениям, которые были определены в нашей компании. Какие это направления? Первое – это IQ. То есть ты интеллектуально должен быть развит, и мы тебе в этом помогаем. Даем материал, который ты там перерабатываешь, да, и становишься умнее. Здесь понятно. EQ – это эмоциональный интеллект. И мы здесь говорим уже про то, что ты должен уметь контролировать эмоции, уметь управлять собой, да, чувствовать, когда ты находишься на грани эмоционального срыва для того, чтобы себя привести обратно в порядок. Потому что если ты умный, но эмоционально нестабильный, понимаете, да, о чем я? Да. Третье – это DQ, это мы называем digital, да, quotient, цифровой. Почему это сейчас важно? Потому что, например, наши айтишные курсы – это про DQ. Почему это важно? Потому что знаете, бывают такие люди, которые, элементарно не могут в WhatsApp телефон поменять. Или не умеют включить компьютер. Это, конечно, экстримы, но бывают такие. И, соответственно, в современном мире без этого никак. Да, если говорить о современных профессиях, опять же, лучше учить не на холсте рисовать, а на современном оборудовании рисовать художникам. Потому что художники сегодня – это люди, которые работают с цифровыми сервисами. Да. А не с кисточками. Даже сейчас NFT очень хорошо развивается. Именно, да. DQ – это про то, чтобы ты стал цифровым. И вообще у нас иногда люди бывают такое, я не умею, сделай, и просят своих детей. А в современном мире без этого никак. Да? Даже элементарно иговым надо уметь пользоваться, чтобы в сегодняшних реалиях выжить. Четвертое – это у нас spiritual, SQ мы называем. Это духовное развитие человека. Да? Духовный мир должен быть у каждого. В этом направлении мы тоже будем работать, предоставлять возможность нашим потребителям получать какое-то духовное развитие через культуру, через религии, ведение, да, какое-то, через медитацию и так далее. И последнее – это PQ. Здесь у нас есть яркий представитель. Это наш проект Найза, который развивает физическое развитие, да, развивает физику у людей. В общем, здоровый такой организм. В здоровом теле здоровый дух. Именно, да. И, соответственно, 5 направлений, по которым каждый человек должен развиваться. Это лежит в основе философии 5Q. Образовательные курсы на платформе 5Q, они как раз-таки основаны на этой методологии, верно? Да, на первом этапе там не все 5Q, там на данный момент только 1Q, но в перспективе, да, это все будет обогащаться, и мы будем стараться заполнить все 5. Булат, спасибо большое за уделенное время и за то, что вы поделились всеми теми проектами, которые сейчас есть в Даре, и рассказали о том, что было. Спасибо.